Урок номер 30. Тема урока «Строим городок». Упражнение 1. Прочитайте текст. Мы живем в селе Приречное. В декабре выпало много снега. И в одно воскресенье мы с ребятами решили построить снежный городок. Все дружно взялись за дело. Коля нарисовал интересный план городка. Санат и Денис построили крепость. Махсат, Сережа и Яна сделали каток. А Гена, Роза и Давид соорудили высокую горку. Малышам тоже нашлась работа. Они слепили и украсили снеговика. Хороший получился наш городок. Всем было весело. Запомните и запишите слова: крепость, каток, лепят, снеговик, снежный, снежный. Теперь попробуем перевести прочитанный текст. Біз Приречное ауылында тұрамыз. Желтоқсан айында көп қар жауды. Бір жексенбі күні біз балалармен қардан қала салуды шештік. Барлығы бірден іске кірісті. Коля қаланың қызықты жоспарын жасады. Санат пен Денис бекініс салды. Мақсат, Сережа және Яна мұз айдынын жасады. Ал Гена, Роза және Давид биіктік орнатты. Кішкентай балалар да жұмыс тапты өздеріне. Олар қар адамын жасады, безендірді. Біздің қала жақсы болып шықты. Барлығы көңілді өтті. Упражнение 2. Прочитай еще раз и найди в тексте предложение о том, что делали и строили Коля, Санат, Денис, Максат, Сережа, Яна, Гена, Роза и Давид. Жаңағы мәтінді тағы да оқып шық та, мына балалар не істегенін жаз. Найди и запиши предложение о том, кто из детей был скульптором, кто дизайнером, кто строителем и что они делали. Подчеркни слова действия двумя чертами. Коля нарисовал интересный план городка. Санат и Денис построили крепость. Махсат, Сережа и Яна сделали каток. Гена, Роза и Давид соорудили высокую горку. Слова действия я подчеркнула двумя чертами. Коля был архитектором, Санат и Денис строители, Сережа и Яна дизайнеры, Роза и Давид скульпторы. Определи в рассказе 3 части, придумай им название, назови тип текста. Мәтінді 3-ке бөл, әр бөліміне ат қой. 3 части. Первое — решение ребят. Второе — работа над проектом. Третье — славный городок. Тип текста — повествование. Упражнение 3. Перед тобой план снежного городка. Расскажи по плану, что есть в этом снежном городке. Как дети развлекаются в нем. Запиши свой рассказ в тетрадь. Мына жерде қардан жасалған қалашықтың жоспары көрсетілген. Осы жоспарға қарап, қалашықта не бар? Ол жерде балалар не істейді? Сөйлем құрастыр. Сөйлемдерден әңгіме құрастыр. Әңгімені дәптеріңе жаз. Дома нарисуй свой план снежного городка. Подумай об архитектуре своего городка. Сосын үйде өзің осындай қардан жасалған қалашықтың жоспарын жазса. Передо мной план снежного городка. Слева у входа находится лабиринт, справа красивая елка. В центре городка находится горка. Левее от горки возвышается ледяная крепость. И в конце парка находятся фигурки ледяных зверюшек. Дети катаются с горки, проходят через лабиринт. В ледяной крепости они кидаются снежками. Упражнение 4. Возьми из каждой группы слов одно и составь предложение. Запиши. Мына сөздерден сөйлем құрастыр. Мысалы, Самат надел теплую шапку.
Из первой строчки берем слово «самат», из второй слово «надел», из третьей «теплую», из четвертой «шапку». Следующее слово «он». Из первой строки берем слово «он», из второй берем слово «надел», из третьей «теплые», из четвертой «сапоги». Он надел теплые сапоги. Следующее слово «Яна». Яна будет «надела». Яна надела теплую шубу. Она надела теплые варежки. Упражнение 5. Послушай два текста. Они одного типа или разные? Докажи. Я большой любитель санок. Встану утром с позаранок, обзвоню своих ребят и девчонок всех подряд. Будем вместе веселиться. Нужно только вниз скатиться. Если есть у снега корка, все, тогда готова горка. Это первый текст. И второй текст. Пришла настоящая зима. Стоят морозы. Вся земля покрыта снежным ковром. Словно в сказке блестят серебром деревья. Мы взяли санки и вышли на прогулку во двор. Там ребята лепили снежную бабу. Мы вместе стали играть в снежки. Потом мы стали кататься на санках со скользкой горки. Нам было очень весело. И, конечно, вы догадались, первый текст – это стихотворение, а второй текст – рассказ. Здесь говорится о том, что наступила зима. Қыс келді, аяз түсті, жерді қар жапты, ертегідей әдемі талдар өсіп тұр. Біз далаға шықтық, шана тептік, аққала жасадық, қар атысып ойнадық, сырғанақ тептік. Өте қуанышты болды. Выпиши из текста выделенные слова. В, на, во, в, на, со. Қара түспен жазылған сөздерді теріп жаз. Что это за слова и для чего они нужны в предложениях? Это предлоги. Они нужны для того, чтобы связывать слова друг с другом. Упражнение 6. Представь, что ты скульптор. Выбери ту фигуру, которая тебе понравилась. Добавь свои детали, чтобы фигурка стала еще интереснее. Расскажи, какие элементы ты добавил. Өзіңді скульпторшы ретінде елестетіп көр. Мына мұздан жасалған фигуралардың қасына тағы да не қосуға болады? Мысалы, я бы перед Мишкой поставил бочку с надписью «Мед». Мына аюдың қасына «Мед» деген бөшкенің суретін салып қоюға болады дейді. Сендерді өздерің бір фигураны таңдайсыңдар, қасына не қосуға болады, соны айтасыңдар. Мысалы, я вот что предлагаю. Мартышке можно добавить очки. Дальше все зависит от вашей фантазии. Вам это будет сделать нетрудно.